можем с уверенностью сказать, что действительно национальный проект у нас двигается, работы ведутся по графику. Ну, естественно, есть небольшие шероховатости, но я думаю, что в конечном итоге мы к осени по графику получим уже нормальные полноценные дороги, обустроенные. Часть работ где-то перейдет на следующий год. Наши коллеги отметили, что необходимо решать в первую очередь, конечно же, вопросы водоотведения, чтобы вода уходила с дорог, чтобы, по идее, если вот так взять, по большому счету, вода это является самым главным разрушителем дорог. Вот. И при грамотном подходе, при грамотном водоотведении, при ведении работ согласно проекта, конечно же, вот вся вода должна у нас уходить по водоотводным лоткам. Также устанавливаются насосные станции, где это необходимо делать. И естественно, мы рассчитываем, что при хорошем уходе дороги после капитального ремонта должны прослужить не менее 8 лет. Это, конечно, очень такой обнадеживающий срок для того, чтобы мы не вкладывали через год, через два в те же дороги, которые были отремонтированы уже нынче, да? Вот, поэтому сейчас у нас стоит задача контролировать ход работ для того, чтобы работы проводились качественно. Я вот уже отметил, что наши коллеги очень пристально следят за строительством дорог, за ремонтом, за капитальным ремонтом. И чем больше, я думаю, что будет людей и общественности, и вы, журналисты, будете контролировать ход и процесс строительства, ремонта дорог, конечно же, это будет и в помощь и контролирующим органам, заказчикам, в том числе и подрядчикам. Я думаю, что вместе, сообща, общими усилиями мы приходим к пониманию, что действительно нам необходимы качественные дороги. И очень хорошо, что у нас на протяжении последних 4 лет реализуется национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги. И здесь, наверное, даже стоит отметить, что в истории города такого строительства еще не было. Начиная с 2019 года мы, как депутаты, выделяем по $500 миллиарда рублей ежегодно. В 2019-2020 выделяли из муниципального бюджета выделяли на вот этот национальный проект. Также нам очень сильно помогает региональный, республиканский бюджет. Очень хорошо, что Арсений Сергеевич всегда поддерживает вот эти начинания и всегда знает эту проблематику. И при поддержке руководства республики мы получаем большое финансирование, можно сказать 50 на 50, да. Значит, если говорить о федеральном бюджете, то мы в 2019-2020 году получали по 496 миллионов рублей, и сейчас, если говорить о 2021-2022 году, то, соответственно, мы из республиканского бюджета, нынче мы получаем $1 600 миллионов рублей. Вот. И хочется сказать, что с каждым годом у нас увеличивается километраж, протяженность дорог. Да. Нынче мы должны построить 34, почти 35 километров дорог. В прошлом году, вы знаете, мы построили 48 километров дорог. До этого было построено 23, соответственно, в 19-20 25 километров. Нынче мы, получается, должны в общей сложности построить 132 километра дорог. И рассчитываем, что в ближайшее время мы построим, у нас уже, скажем так, расстояние дорог отремонтированных составит больше 200 километров дорог. Это очень отрадно. Я думаю, что горожане видят, что действительно и город, и республика, и федеральный бюджет вкладывают очень серьезное финансирование для того, чтобы улучшить дорожное состояние дорог.